Уважаемые коллеги, уважаемые э, друзья, всем, кому интересна наша тема, все, кто подключился, кто будет подключаться, кто потом на YouTube-канале будет слушать наши лекции и те промежуточные результаты, которые мы сегодня демонстрируем в ходе этого лектория. Мы рады вас приветствовать, и мы продолжаем наш лекторий в рамках научной темы аудиовизуальные сюжеты социальной истории и культурной памяти казахстанского общества конец 19-го, начало 21 века. И сегодня, 9 сентября 2023 года, у нас будет лекция от Игоря Владимировича Крупко, доктора PhD, руководителя отдела выставок Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Алматы, Казахстан. Игорь Крупко защитил тему диссертации «Семиозис нарративов исторической памяти казахстанского общества 1991-2021 год». То есть он профессионально занимается проблемами изучения памяти казахстанского общества. Пожалуйста, Игорь Владимирович. Спасибо, Тельник Тохтарбековна. Фильм «История знака коровы» 1968 года автором сценария и автором идеи, которого является Олжас Сулейменов, а режиссером Юрий Мезагетдинов, 2 года назад обнаруженный нами в Центральном архиве кинофотодокументов, и в этом году, в начале 23 года, благодаря вот этому проекту, благодаря Тельник Тохтарбековне, возвращенный из забвения, можно сказать, существует скорее как интересная и эстетически ценная деталь интеллектуальной и художественной биографии своего автора, Олжаса Сулейменова, одним из звеньев развития главной темы в его творчестве – рождения знаков и знаний человеческой культуры. В сегодняшней лекции я постараюсь обрисовать контекст и некоторые смыслы этого фильма. А сейчас покажу пару фрагментов из него. Мы искали Бога небеси, но молились мань, молоку, напридумав Будду и Иси, мы стеснялись Бога на лугу. Фараоны чтили мычащий лик, миром долго правил комолый бык. О, моя история, это Бог, получивший в брюхо пару пик. Не спеша буренка мир прошла, как репьями, мифами обросла, продиралась джунглями Индии, проходила долами Индии. Да, вначале было слово «му». Это слово было потому что некий тугоду догадался в му услышать «у». Архимед сказал: мы уходим на поиски древних знаков, повстречаем их на дорогах разных, растворенные в формах древ и злаков, фигурах гор, морях и плазмах, отпечатаны в лицах людских и в пальцах, в изваяниях египетских, в инкских танцах, очертания символов явлены в слове. Заклинаю вас, люди, поклоняйтесь корове. Вот.
Ну, я так понимаю, здесь собрались все те, которые и так видели несколько раз этот фильм, поэтому значит, вот этого фрагмента будет достаточно, и я продолжу. А, Наиболее интересной и сложной для формирования исторической субъектности практикой бытия является искусство, находящееся по ту сторону научного знания, но оказывающее не менее, а порой более определяющее влияние на процесс познания. В этом отношении литература оказывается гравитационным полем сближения исторических нарративов, аккумулируя их в акте творения знаков и образов культуры с неограниченными возможностями взаимной герменевтики. Искусство, творимое Олжасом Сулейменовым в разные годы, можно охарактеризовать как самосознание культуры. Его литературные и научные произведения наиболее ярко насыщены знаками и образами обретения исторической субъектности, воспитавшими несколько поколений читателей казахстанского общества и даже евразийского континента. Историко-этимологическое исследование и поэтическое использование образов и сюжетов шумерской, египетской, античной культур в творчестве Олжаса Умаровича, а затем и создание им своей модели культурогенеза, отдельные наброски, которые мы видим в этом фильме, можно охарактеризовать как историосовскую стратегию преодоления культурной травмы внеисторичности и интеллектуальной борьбы некоторых представителей казахской интеллигенции второй половины XX века с доминировавшими седентаристскими и другими историческими нарративами, отказывавшими кочевой культуре в праве на достойное место в истории цивилизации. Я приведу небольшой интересный отрывок из его статьи 1972 уже года, называется «Портить отношения». Вот. И где он несколько таких, интересных проблем рассматривает. Это было выступление его на писательском пленуме, а потом это было опубликовано в виде статьи. И вот я цитирую. «И революция не то что выпустила из темницы жалкого немытого раба с блуждающим взглядом, а высвободила творческие силы душевно здорового, талантливого народа с трагическим, великим прошлым и прекрасным будущим. А Уэзов, первый из казахских писателей, ввел в литературу характеры динамические, активные, действующие. В них бурлила живая кровь, они входили дерзко и уверенно в толпу бездумных бодрячков или унылых страдальцев, созданных воображением наших писателей-агитаторов. Можно ли, без конца изображая дырявые юрты, грязные деревянные корыта, из которых якобы ели казахи, доказывать необходимость революции? Разве только в том, что корыта заменили фарфоровыми тарелками, значение революции? Ребенком, научившись читать, я должен был изо дня в день наслаждаться картинами невежества, забитости и отсталости моего народа. Тогда формировался мой человеческий характер, закладывалось мое мировоззрение. Тогда мне нужно было вложить в душу хоть крупинку гордости за моих предков. За что мне их было уважать? Меня настойчиво заставляли их жалеть и презирать. И поэтому я сегодня не хочу и не могу читать новейшие диалоги и трилогии наших писателей, где без конца с чистым реализмом, который точнее назвать неонатурализмом, изображается уже давно несовременный образ казахского народа в переходный период от начала XX века. Их содержание и есть наследие того проклятого прошлого, которое продолжает угнетать меня. Неужели не замечают казахские критики, что на 60-м году советской власти так агитировать меня, современного читателя, за советскую власть уже вредно? Конец цитаты. Но как все это связано с фильмом «История знака коровы»? А так, что в этом фильме, как и в публикациях Олжаса Сулейменова 60-х годов, рождается голос казахского поэта как творца и редактора мировой истории, голос субъекта нарративов исторической памяти. Реконструируемое и реинтерпретируемое историческое прошлое наполняет смыслом настоящее, формирует эвристический потенциал будущего.
В этом отношении роль интеллигенции особенно возрастает и играет ведущую роль в периоды как исторических разломов, так и последующих за ними периодов трансформации и рутинизации. Способом реэкзистенции субъектности казахов в творчестве исследуемого автора стало активное, можно сказать, номадологическое бытие в истории мировой культуры, преодолевающее постимперские иерархии знаний. За последние 60 лет образовалась обширная библиография исследований самых разных аспектов жизнетворчества поэта. Их перечисление и анализ мы опускаем. Неограниченная научной рамкой, жизнетворчество Олжаса Умаровича включается в исторические, литературные и культурные нарративы также посредством многочисленных мемуаров выдающихся людей XX века, оставивших истории его влияния на их судьбы. Ну, например, как написал однажды много десятилетий назад Евгений Евтушенко, все люди относятся или к приближающим, или отдаляющим будущее. Олжас Сулейменов из приближающих его. Известный литературный критик и автор лучшей, на наш взгляд, работы о глиняной книге Алла Марченко, всю жизнь наблюдавшая поэта на расстоянии и никогда не знакомая с ним лично, так получилось, написала, как однажды, увидев его в окружении шестидесятников, поняла, цитирую, «но не ярко-белый прикид вместо свитеров и коротеньких пиджачков выделяя Олжаса. Что-то другое. В тот вечер я вспомнила две врезанные в долгую память строчки из «Чем порадовать сердце», это 62 года. «Так мы будем стоять, мы высокие будем стоять». Он, в отличие от своих совместников по поколению, не только дитя 20-го съезда, но и гость из будущего. Философ Наталья Сейдахметова характеризует книгу Олжаса Сулейменова «Код слова», это уже позднее 2014 года, как лингвофилософский детектив, где все сфокусировано вокруг интриги кодового слова, найдя которое можно будет понять смысл и назначение всех слов, логосов, а значит и смысл и назначение человека. Разгаданный Сулейменовым номадологос древних знаков дарует читателю участие в мистерии слова, приглашая языковедов хоть ненадолго стать языковедцами. Декодируя многоуровневый лингвистический мультиверсум, он собирает расколотый мир изначального единства, провозгласив свою миссию в многочисленных стихотворениях и этимологиях, открывающих историю сближения культур. В своей статье, посвященной исследованию фильма «История знака коровы» и некоторым аспектам историософии Олжаса Сулейменова, Нестор Маничкин пишет, фильм призывает к преодолению доминирующих исторических и культурных нарративов, историко-культурных соображений и предлагает понимание интеллектуальной истории человечества в виде захватывающей драматической эволюции символов, первым из которых был знак коровы, полумесяц рогов. Удивительным, но не лишенным иронии стихотворением про божественную буренку утверждается, что вначале было слово «му», а некий Тугадум догадался в «му» услышать «ум». Внемля призыву Архимеда отправиться на поиски древних знаков под пронзительную музыку и рев быка, герой и создатель фильма проносится через Вавилон, Египет, Индию, через древнеславянские, древнетюркские культуры, утверждая, что между петроглифами на скале и знаками на школьной доске есть прямая связь. Попадая в поэтическую стихию Олжаса Сулейменова, читатель обнаруживает себя зрителем авторского кино смыслов, главным героем которого является язык, преобразующий вещи и явления, обнажающий их родственную природу и возвращающий разрозненному миру изначальное благо всеединства. Слова и знаки ведут произносящего и слушающего их с обнажающей откровенностью, раскрывая смысл и тайны своего родства. Создание фильма «История знака коровы» пришлось на 67-68 годы, время написания главной поэмы Олжаса Сулейменова, а по мнению многих зарубежных литературных критиков, самой авангардной советской поэмы «Глиняная книга». Поэма делится на две части – «Ноги» и «Рога». В скобках поясню, что такое деление подразумевает эволюцию героя
от телесного низа к духовному верху. Но опять же, очень условную, отступая, скажу, условную эволюцию, потому что там эта поэма абсолютно нелинейна, она совершенно, ну, это целое такое сложное пространство каких-то временных переходов, совершенно невообразимых, и которые разгадывали на самом деле несколько поколений критиков, поэтому это, я сейчас говорю, очень условная эволюция героя от телесного низа к духовному верху. Хан Ишпака проходит путь от варвара к человеку, от животной страсти к всепрощающей любви, от ног, в которых, как известно, правды нет, к сакральным рогам. В поэме также постоянно восходит тема рогов, возлюбленная хана Шамхат постоянно уподобляется священной корове, а другие герои в своих монологах периодически также обращаются к этому образу. Апофеозом темы становится ристалище, ритуальная тавромахия, символизирующая последующее убийство хана, христологически восходящего на смерть. И вот это, кстати, первое издание книги, этой глиняной книги 69 года. И вот здесь, если вам видно, такие вот иллюстрации использованы, в том числе, видите, автор этих Да. иллюстраций это как раз режиссер вот этого самого фильма «История знака корова». Но, как мы понимаем, что его тут функция была просто визуализировать то, автором чего является поэт. Так вот, невозможно понять контекст фильма, обойдя вниманием некоторые темы глиняной книги. Поэтому я дальше скажу несколько слов о ней. В ней тема кочевой культуры и преодоления вечного движения без памяти явлена наиболее зримо. Литературный критик Лили Дени в газете «Lettres Françaises» в 60-х годах писала: «Я прочла то, что является одновременно прошлым и будущим, слова о корнях. Теперь я открываю, что это за корни, которые спасают Алжаса Сулейменова, и какой мост обеспечивает преемственность казахской литературы. Азия его голосом выходит из трясины истории и музеев, чтобы вновь стать музой. Этой книгой поэтому указан путь в будущее от этноса к этосу через эпос. Показательна во всех отношениях и история написания поэмы. Первоначальный секретарь ЦК по идеологии Саттар Имашев поручил поэту написать поэму к столетию Ленина. По воспоминаниям автора, муки творчества на заданную тему не принесли плодов, но направили ее на шумерский материал и завершились написанием самого авангардного произведения казахской литературы XX века. В некотором смысле это история о том, как факторы благодаря и вопреки советской политике памяти влияли на создание форм исторической субъектности, очевидной по форме, но гениальной по содержанию, созидая эвристический потенциал исторического поиска. Вот. Также надо сказать, что с этой вообще вот эти годы, как бы, да, с ними связано множество таких вот историй, которые так или иначе удивительным образом перетекают друг в друга и связанные сюжеты. Например, вот Олжас Сулейменов поместил пространство главного сюжета глиняной книги в еще один сатирический контекст. Драматическая история, начертанная на найденном археологом Ишпакаем по сюжету, страдающим от тройболизма коллег глиняной таблички и ставшая сенсацией в мире науки, оказывается его собственным изобретением. Древний, в кавычках, текст на табличке написал и зашифровал сам герой за 20 лет до его открытия. Так в поэме за 14 лет до Хобсбаума описан механизм изобретения традиции. Так вот, спустя 3 года, это получается в 1971 году, жизнь, следуя за искусством, повторилась как трагифарс, но наоборот. В известном урочище реки Или-Тамгалутас была обнаружена реальная глиняная книга, таблица с письменами. На место выехала группа неравнодушных исследователей во главе с Олжасом Сулейменовым. Цитирую его воспоминания об этом. «Большой плоский прямоугольный камень, 1,5 метра, строки явно рунического письма, идут слева направо,
Каждое слово отделено от другого двоеточием. Зафиксировав находку и радуясь будущим открытиям, они погрузили ее на машину, оставшись на месте отпраздновать находку. По прибытии в Академию наук каменная плита со знаками вызвала среди именитых ученых споры об авторстве находки и разделе положенной премии. Одному доктору не досталось, и тот в справедливом озлоблении нашел корреспондента «Комсомольской правды» и доложил ему свою версию. В результате в вышедшем фельетоне «Пробный камень» 1972 года памятник был объявлен фальсификацией, декорацией со съемок фильма «Кызжебек». Хотя в фильме на камнях выбивались родовые тамги, но не письмена, и отдан рабочим, строившим один из корпусов в Академии наук, разбившим памятник кувалдой и заложивших его обломки в фундамент. Впоследствии, сразу же, поэт открыто обвинил ученых мужей с трибуны писательского пленума. Конфликт с представителями академического сообщества достигнет апофеоза уже по другому поводу, после выхода в 1975 году книги «Аз и я», вызвавшей гнев Михаила Суслова, осуждение в Академии наук СССР и критические рецензии Лихачева, Рыбакова и других в журналах «Знамя», «Молодая гвардия», «Москва», на страницах которых автор обвинялся в национализме, пантюркизме и неожиданным образом сионизме. Вот. Конфликт, я почему об этом вспомнил, потому что конфликт между поэтом и ученым, да, грубо говоря, представителем академического сообщества тоже как бы так чуть-чуть отображен в этом фильме. Вот. Потом интересно, что там очень многие образы, опять же говорю, перекликаются так несколько зеркально, и их можно совершенно с разных концов расшифровывать, и все они будут встречаться друг с другом. Вот. Например, одним из самых загадочных и притягательных персонажей Глининой книги является главный судья преступлений хана, таинственный Хорахта, внушающий всем необъяснимый ужас и трепет. Его вносят и садят на тыр. Он единственный из судей нужен для того, чтобы не простить 9-го преступления хана. Он все время спит, и неясно, жив ли он вообще, хотя поэма намекает на его лиминальное состояние между жизнью и смертью. В какой-то момент выясняется, что он сам когда-то был вождем ишкузов, ушедшим ханом, воплощая теперь суровый закон предков. В его фигуре угадывается, мифический прародитель шаманов, легендарный создатель Кобыза Коркыт. Исследователь кыргызского шаманизма Нестор Маничкин интерпретирует миф о Коркыте, буквально наводящий ужас, и много других есть этимологий, ссылаясь в том числе и на Оусхана Кодара, в контексте экзистенциального страха перед смертью и открытости к ней бытия, по крайней мере, насколько я понял. Отсюда его роль в поэме. Цитирую. «Их было 8 судей, молчавших словно львы. Их кровь ревела в жилах. Лишь Хорахте мудрейший сполз, смежив веки в собственной тени. И тихо кровь его журчала в дряблых венах, напоминая полдень и арык, но знал хан Ишпака, он тих, как тигр в джунглях. Нога его хрома, но ум проворен, глаза его тесны, но лоб просторен, и стоя перед ним, любой честнейший воин считал себя презренным, жалким вором. Когда глаза он разжимал со скрипом, заржавленное веко дыбил бровью, преступники валились наземь с криком, храбрейшие из них мочились кровью. О, не встречайтесь с этим взглядом жутким, сочившимся сквозь дебри витых морщин. Так ночью на оленя смотрят джунгли, все видящий, незримый миру джин. Однако лишь страхом и трепетом не ограничивается значение этой фигуры. В какой-то момент Хорахты неожиданно начинают петь песнь памяти о берегах Нила. Он забыл ее, очень давно это было, у Нила. Пили кони медлительную воду разлива, олива, и на зеркале вод возникали
воронки дыхания. Он был ханом. Уносилось врага океана багровое солнце. Вот видите, да, еще один маленький образ тут. Рога океана, багровое солнце. И она, чья спина трепетала под взглядом его, уносила под ребрами сладкое чадо его. Пел старик о зеленой тростинке, пел седой, развивая жилы. Его голос высокий качался, как цветок на старой могиле. Он забыл то лицо и талию, как ее обнимал и так далее. Только голос уныло помнил, до деталей веселую полночь. Расшифровывается это спустя 33 года в книге «Тюрки в доистории», где Олжас Умарович исследует в том числе образ Коркыта как одну из версий его этимологии, культуры, ну, генеза, скажем, в качестве солярного архетипа бога заходящего, умирающего солнца. В древнеегипетских легендах солярного цикла поэт расшифровал два архетипических имени, связанные одной сюжетной композицией. Одно из них Хрхл, это гор-сын, юное солнце, восходящее. Второе Хрхат, это гор-отец, старое солнце, умирающее солнце. Вот. И как мы помним, вот этот сюжет, что каждый вечер Хорхат спускается под землю, где протекает большая темная река, и борется с водяным змеем, Апопом, и погибает. А вторая часть сюжета — это каждое утро поднимается уже юное солнце, восходящее солнце, и побеждает водяного змея. Вот. И вообще вот эти, ну, скажем, образ, понятное дело, образ змееборца, и образ умирающего от змеи — это такой, да, архетипический, в принципе, образ для очень многих культур. Вот. И вот Олжас Умарович пишет, ну, что там, который побеждает солнце, это там и Геркулес, Геракл, и Георгл, и так далее, Георгий Победоносец, да, а Гор-отец не был принят ни в одной из средиземноморских культур, кроме тюркской, которая сохранила память об обоих. На эпосе Георглы воспитывались сотни поколений тюрков-угузов. Дед Коркыт известен как символ культа предков, хранителей их мудрости, и легенду о нем сохранили казахи, жившие на берегах Сырдарьи. В ней сохранены основные черты египетского сюжета о заходящем солнце, ужаленном водяной змеей. Ну, мы помним все эту историю, что когда Коркыт отправлялся на все четыре стороны, на всех четырех сторонах его встречали люди, копающие яму, и говорившие, что мы копаем ее деду Коркуту. Вот. И когда он сел на ковер и поплыл по реке, играя на кобызе, смерть не могла приблизиться, пока он не перестал играть, и тогда уже она его ужалила. Вот. А сюжет с могилами, также добавляет Олжас Умарович, мог быть подсказан сказителем былым мягким вариантом имени героя. Коркут, жди могилу. Так в лингвоисториосовской вселенной Олжаса Сулейменова рифмуется мир тюркского, угузского эпоса и древнеегипетского мифа, обнаруживающие культурное родство и единство архетипа сквозь тысячелетия. Вот. В своих поздних историко-лингвистических произведениях, одним из ранних и кинематографических воплощений, значит, которых был в том числе фильм «История знака коровы», отмеченных духом поэзии, но являющихся в большей степени научными, Олжас Сулейменов использует отточенный за десятилетия метод археологии слова, доходя до первооснов его древнейших знаков, архетипических, порождающих бесконечное разнообразие языковых и культурных сюжетов, исследуя, как знак и его толкования определили историю мировой культуры. И вот, говоря об этом знаке коровы, а именно полумесяце и так далее, вот что он пишет. В начале 70-х годов очень помогла оформиться теме подготовка к конференции писатель стран Азии и Африки, которую Союз писателей СССР решил провести в сентябре 1973 года в Алмате. Кстати говоря, сейчас ровно 50 лет, как эта конференция проходила. Вот. Я был секретарем Казахстанского союза писателей по связям
со странами Азии и Африки. Ну и, короче говоря, и так он тут описывает, нам поручили слетать в командировку в Кению для встречи с коллегами из Африки. И в лето 1971 года мы прибыли в Найроби, где я сделал главное свое открытие. Однажды увидел на утреннем небе этого африканского города рождающуюся луну, юный месяц. Но какой? Мы, северяне, знали с детства только одну форму месяца – это вертикальную. А на небе экватора юная луна выглядела поразительно, горизонтально. И я представил, какое впечатление такая луна могла производить на начальное человечество. С каким предметом или существом на Земле можно было сравнить это явление? Только с рогами буйвола. Вот. Круглую луну ни с каким другим живым предметом было не сопоставить, поэтому жрецы первого человечества не изображали круглую луну, иначе племя не поняло бы, чему поклоняемся, Луне или Солнцу. А Солнцу в Африке, да и на экваторе поклоняться особо нельзя, потому что светит, но и греет дьявольски. Солнце не могло стать богом в Африке, разве что дьяволом. Вот. И месяц плыл по черному небу, как светлые рога черного быка. В день, когда юный месяц стал богом, черный буйвол был посланием бога Луны на земле. Сакральные знаки и символы, ставшие базовыми для развития человечества, перевернутый полумесяц на экваторе, совмещенный с рогами быка и озвученный его речью Мун, породившей лунные религии, миграция человечества на север, переместивший восприятие Луны в более вертикальное положение и последующее ее убийство, отрицание адептами новых солярных культов через черту, потом точку в полумесяце, развитие, трансформация, толкование этих главных астральных символов, все это развивало человеческий язык и культуру. Впоследствии диалог и диалектика многочисленных вариаций этих и других небесных знаков породили множество сюжетов и мотивов древней культуры человечества. Интересной исследовательской перспективой представляется нам наличие точек сближения между теорией Ужаса Сулейменова, разрабатываемой им с 60-х годов и также представленной в этом фильме, когда он говорит о животных, и современными взглядами культурной антропологии, когда говорит о хищниках животных, и современными взглядами культурной антропологии, деконструирующей антропоцентризм в пользу мультинатурализма. Например, положение о первом этапе формирования языка, звукоподражательном, когда древнейший гоминид стал Homo sapiens, освоив тысячи имен других братьев по природе, повторяя их тысячелетиями, развивал свой речевой аппарат, делая его способным произносить звуки, возможно, не характерные для его праязыка, шипящие, мычащие, блеющие, рычащие и так далее. Человеческому виду, пишет он, не сразу была дана многозвучная, многословная речь. Человек заслужил свой великий и могучий в десятках, а может сотнях тысячелетий, мыча, рыча, визжа и воркуя. Таким образом, по определению лингвистов, биологическая подпись человечества и лелеемое культурными нарративами отличие от животных, его язык и речь, оказывается подарком животного мира, примером рецепрокной субъективации. Человек кочевал навстречу себе, будущему, узнаваясь в других видах, а наблюдение за звездным небом над головой и рогатыми животными вокруг оказалось главным первособытием, определившим маршруты развития человеческой культуры. Несмотря на многотысячелетнюю древность и трудность столь длительной сохранности и влияния древнейших символов и сюжетов, зародившихся в Африке и в процессе последующих миграций на культуру человечества, вероятность именно такой картины древней истории подтверждается косвенным образом некоторыми другими исследованиями фольклора. Так, например, известный фольклорист и антрополог Юрий Березкин, исследовав десятки тысяч фольклорно-мифологических текстов по всему миру, пришел к выводу, что некоторые содержащиеся в них образы и мотивы имеют африканское происхождение. В частности, он классифицировал некоторые группы, мотивы, как луна и бессмертие, пятна на лунном диске, следы крови, следы ударов,
зов Бога, Венера, жена месяца и другие, косвенным образом подтверждающие теорию Лзаса-Сулейменова и открывающие перспективы сближения исследовательских поисков фольклористов, палеолингвистов, историков, философов и антропологов, осознающих взаимозависимость различных сфер знания в общей попытке развития гуманитарных наук. Ну и в заключение хочется сказать, что применяя метод археологии слова, названный им так независимо от Фуко, вот, они не были знакомы, Лжас Сулейменов превращает поэзию в этимологию знаний с 60-х годов XX века, преодолевая постимперские иерархии знания, меняя контексты и правила игры, исправляя метафоры мир, редактируя всемирную историю, слишком долго служившую оправданием, а порой и причиной различных войн. Маршрут мысли языкотворца знаком поэту, потому что они идут по одной дороге, на которой и происходит их встреча в веках, по пути, на котором рифмуется мир. На этом пути от знаков к знаниям разгаданное слово превращается в пророчество, голос коровы в логос мира, а молчание истории в симфонию освобождения исторической памяти. Спасибо, у меня все.